Пользоваться личным автотранспортом становится накладно. За последние несколько недель по всей стране значительно возросли цены на бензин. Скачок произошел и в нашей республике. Теперь цена, к примеру, на бензин марки АИ-92 стоит 38 рублей за литр. АИ-95 сейчас можно купить лишь за 39,5. В причинах роста цен разбиралась Залина Могушкова. Чаще всего на заправочных станциях водители заправляют свои автомобили бензином марки АИ-92. В сравнении с другими видами топлива это самый дешевый. Литр этого горючего на сегодняшний день в Ингушетии стоит 38 рублей. Всего пару недель назад он был на рубль дешевле. Водители уже ощутили на себе подъем цены. Неделю, по-моему, назад было 37, а сейчас 38. Хотелось бы хотя бы чуть немножко убавили бензин. Дороговато, конечно. Нам же постоянно надо то на похороны, то на свадьбу. Литр бензина марки АИ-95 сегодня можно купить за 39 рублей и 90 копеек. Дизельное топливо стоит 40 рублей и 20 копеек. Цена самой дорогой марки бензина АИ-98 достигла 45,5 рублей. Адам Даурбеков, к примеру, в месяц тратит на заправку около 5-6 тысяч рублей. Теперь эти расходы станут чуть больше, сетует водитель. Заправляться приходится 2 дня минимум, 1 раз. Если ездить чисто по селу. А так, если в дальние расстояния ездить, то в день 2 раза максимум будет заправляться. От Ингушетии на рынке нефтепродуктов Роснефть представлена предприятием «Ингушнефтепродукт». Это один из доминирующих поставщиков топлива в Ингушетии. Эта компания объясняет рост цен на бензин аналогичным повышением входной стоимости. Ведь расценки нефтепродуктов в крупнооптовом сегменте оказывают значительное влияние на розничные цены. Впрочем, Ингушетия входит в 5 субъектов с минимальной наценкой на бензин в сравнении с другими регионами. У нас на стеле висит 92-38. В сравнении с другими регионами у них уже за 40. То есть у нас разница в 2 рублях. А это очень существенно для семейного бюджета. Для потребителя это очень важная цифра. 95 у нас 39,50 стоит, а в других регионах она стоит уже за 42 рубля. По мнению Федеральной антимонопольной службы России, основными причинами роста цен являются фискальная политика государства, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов МПЗ и рост мировых цен на нефть. ФАС России констатирует, что за последние 3 года рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствует уровню инфляции. В пятницу в прошлом мы дали предупреждение, письма направили как этим 2 компаниям, чтобы они не позволяли себе недопустимый рост цен, то есть необоснованный. Но тогда, если они закупают за 5 рублей, допустим, тоже литр бензина, они не могут продавать его себе в ущерб за 4,90, то есть и мы не имеем права у них это требовать. Поэтому в рамках разумного надбавка, естественно, должна быть. Эта надбавка в динамике по всей стране у нас одинаково идет за последние 3 года. У нас она как установилась на проценты, но маржинальность 5,2%. А вот с тех пор она идет, она не меняется. То есть сверхдоходов, сверхприбыли, насколько мы видим из отчетности автозаправочной станции, не получает. В связи с этим управление Федеральной антимонопольной службы усилили контроль на рынке нефтепродуктов в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24.